В России 5 июня отмечается День эколога и Всемирный день окружающей среды. По итогам 2013 года, который был объявлен годом окружающей среды, республика заняла первое место в общероссийском конкурсе Дней защиты от экологической опасности. Для Министерства охраны природы Якутии этот год еще и юбилейный, ему исполняется 20 лет. И как отметил министр охраны природы Владимир Григорьев, за последнее время было сделано ряд шагов по улучшению и сохранению природного богатства республики. Выстроена эффективная система экологического надзора и мониторинга. Год примерно около 5000 проб исследуем и 4 с лишним тысяч проверок. В прошлом году наши госинспектора предотвратили возможный экологический ущерб окружающей среде на 12 миллиардов рублей. Эта сумма очень большая. Если бы не наши инспектора, вот такой ущерб был бы нанесен окружающей среде. Также, по словам министра, на экологические нужды большие средства тратятся и компания «Алроса», которая также следит за последствиями своей промышленной деятельности. Такая большая компания, это флагман нашей промышленности, акционерная компания «Алроса», имеет среднесрочную программу до 2018 года, в котором заложено 7 миллиардов 700 миллионов рублей на охрану окружающей среды. Это очень большая сумма. И, надо сказать, не только деньги заложены, но и делаются и реальные дела, потому что «Алроса» сейчас напрямую не выливает использованные воды в реку, этот самый Вилюй. Сейчас внедрили оборотное водоснабжение. Это пример того, что природопользователи сами заботятся. Активную деятельность в сфере экологии ведет якутское отделение Всероссийского общества охраны природы. Оно является самым значимым инструментом общественного контроля за состоянием окружающей среды. Очень важен человеческий фактор. Если мы сможем организовать общественный контроль, действующий, нормальный такой контроль, да, повсеместно по всей территории, эффективный контроль, то я думаю, что уровень негативного влияния на окружающую среду, он будет гораздо меньше. Это связано с тем, что при реализации проектов именно вот люди, которые непосредственно реализуют какой-то проект, да, они очень часто допускают нарушения. На площади в этот день проходили выставки детских рисунков на экологическую тематику, а также свои стенды представили различные экологические учреждения республики.